Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Задача номер 1 – массовая вакцинация от коронавируса. АСН Николаев провел первое совещание оперштаба в этом году. Лучшие школьные проекты определили в регионе. Масштабную научно-практическую конференцию «Шаг в будущее» провели в Якутии. И ей покорилась высочайшая точка Африки. Якутянка Сардана Ушницкая совершила восхождение на вулкан Килиманджаро. Задачей номер 1 на ближайшие месяцы станет массовая вакцинация от коронавируса. Об этом заявил АСН Николаев на первом совещании оперштаба в этом году. Глава Якутии сообщил об улучшении эпидобстановки в республике. Однако наблюдается рост числа заболевших в некоторых районах, например, в Алданском и Мегино-Кангаласском. АСН Николаев поблагодарил членов оперштаба, все структуры, задействованные в борьбе с коронавирусом, за работу в новогодние праздники. Заболеваемость в каникулы снизилась на 40%. Также глава поручил Кабмину совместно с Роспотребнадзором выстроить четкую маршрутизацию получения вакцины, в том числе разработать временные пункты для вакцинации в организациях, где работает более 1000 человек. Также в новогодние праздники провели 476 выездных рейдов. Проверили предприятия торговли, общепита и сферы услуг на соблюдение санитарных правил в пандемию. Об этом сегодня сообщил зампред правительства Якутии Михаил Никифоров. Контрольные мероприятия проведены в 12 районах и столице республики. По словам вице-премьера, за этот период составлено 48 актов комиссионного осмотра, 23 определения, выдано 4 предостережения о недопустимости нарушения закона. Составили также 34 протокола о административном правонарушении. В суд направлено 33 административных дела. Глава Якутии АСН Николаев встретился с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой, которая сегодня объявила о том, что покидает пост из-за проблем со здоровьем. АСН Николаев отметил, что Сардана Владимировна приняла для себя непростое решение. Она не хочет подводить своих избирателей, горожан. Жизнь города и работа администрации столицы не должна останавливаться ни на минуту. Обсудили, кто может исполнять обязанности руководителя столицы. Глава Якутии и мэр города сошлись, что ее заместитель Евгений Григорьев справится с этой задачей. Якутская городская дума рассмотрит заявление об отставке Сарданы Авксентьевой 14 января. Выборы главы города предварительно назначены на весну этого года. 6 января в селе Улаханан Хангаласского улуса сгорел гараж сельхозпредприятия «Конезавод Берте». Огнем уничтожено 12 единиц техники, находившейся внутри. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Предварительной причиной возгорания называют замыкание в одном из тракторов. Какую помощь оказывают крупному бюджетообразующему предприятию улуса и республики, узнавала Виолетта Засимова. По словам директора конезавода Берте Александра Павлова, в тот день, 6 января, он вместе с другими работниками выехал на субботник на один из участков предприятия. Вернулись около 7 часов вечера. Через минут 10-20 Александру Павлову сообщили о возгорании в гараже. В 19:30 на место пожара прибыли местные огнеборцы. Удалось спасти 3 единицы техники. 12 единиц техники, 2 КАМАЗа, 5 тракторов, 2 автомашины Hyundai, автомашину Урал, УАЗ ЗИЛ уничтожил огонь. На следующий день министр сельского хозяйства Александр Атласов созвал экстренное совещание по вопросам устранения последствий пожара. Так удалось заключить договор с народным депутатом и владельцем магазинов сельхозтехники Русланом Федотовым о приобретении 3 тракторов на льготных условиях. 2 с отсрочкой платежа, 3 взаимозачетом. Все 3 трактора с погрузчиками доставлены в село Улаханан и эксплуатируются. Посильную помощь обещал оказать еще один народный депутат, директор Якутцемента Алиш Мамедов. Также помощь предложил генеральный директор Алмаза Анабара Павел Маринычев. Не осталась в стороне и администрация Хангаласского улуса. Помимо техники полностью пострадал гараж данного предприятия. На текущую дату район совместно с предприятием решает вопрос по строительству нового гаража. Новое здание гаража собираются строить на прежнем месте, так как пострадали только крыша и стены гаража, но не фундамент. Потому что там фундамент очень хороший, бетонированный. И некоторые устойки тоже нормальное состояние. На том же фундаменте просто убрать все вот это сгоревшее и там строить сверху, да? В данный момент конезавод Берте подал заявку в один из банков на открытие расчетного счета. Как только он будет готов, будет объявлено о сборе средств.
Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В лаборатории Саха-Агроплем запустили новый прибор для ДНК-исследований сельскохозяйственных животных. Иммуногенетический анализатор определяет достоверность происхождения, наследственную заболеваемость и аномалии у животных с точностью 99,9%. За год в научной лаборатории могут провести более 2500 ДНК-типирований племенных животных. Данные заносятся в специальную программу. Конечным результатом исследований является эффективность племенных работ, получение более качественной сельхозпродукции и повышение производительности мясомолочных товаров. Ранее мы проводили, например, достоверность происхождения лошадей по полиморфизму белков. Это очень кропотливая и трудная работа. Затрачивается, допустим, 76 проб, на это уходит 2 суток. Здесь же 96 проб за 30 минут. Выполняется это на ДНК. Можно выделить из любого биологического материала, будь это кровь, кожа, волосы. Победители юбилейной 25-й республиканской конференции имени академика Владимира Ларионова «Шаг в будущее» названы в Якутске. Участие в конференции приняли более 1700 школьников и студентов со всей Якутии. Впервые масштабное научное мероприятие проходило в онлайн-режиме. На протяжении 2 дней молодые исследователи защищали свои научные работы на платформе Zoom. В экспертные советы конференции вошли более 200 ведущих ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов СВФУ. Отметим, конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» проводится с 1996 года и является самой значимой площадкой для презентации результатов исследовательской и проектной деятельности школьников в республике. Конкурс прошел в дистанционном формате. За 2 дня все работы были прослушаны и защищены перед более чем 200 экспертами из Северо-Восточного федерального университета, из Якутского научного центра. Победителями стали в 35 категориях юные исследователи из университетского лицея Северо-Восточного федерального университета, школ города Якутска, Таттинского, Хангаласского, Уйсалданского, Чурапчинского, Намского, Минно-Кангаласского, Верхоянского, Набарского, Булунского, Абыйского улусов, из Мирного, из Нерюнгри и Алёхминска. Новый год для поклонников региональной киноиндустрии начался с хороших новостей. Якутское кино буквально через месяц выйдет на всероссийские экраны. А один из кинопродуктов республики вошел в список фильмов десятилетия страны. Подробности в сюжете Дмитрия Тымырова. Дождались и созрели. Впервые в истории отечественного кинопроката в кинотеатры страны выходит якутский фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова. По словам экспертов кино, кинокартина может заработать на этом более 16 миллионов рублей. Надеемся, что благодаря нашему этому первому прорыву якутское кино в дальнейшем будет в российском прокате уже представлено на постоянной основе, поэтому очень волнуемся и надеемся, что прокат пройдет хорошо. Премьера фильма в кинотеатрах страны запланирован на 18 февраля этого года. Отметим, что фильм «Пугало» в прошлом году завоевал гран-при 31-го престижного кинофестиваля «Кинотавр», а также ряд других наград. Между тем, еще одна якутская кинолента «Царь-птица» вошла в число главных фильмов десятилетия России, что тоже является очередным триумфом региональной киноиндустрии. То есть это говорит о том, что мы оказались в списке важных картин, которые повлияли, скажем, на сознание, на культуру, да, нашей страны. И это говорит о том, что якутское кино, как кино из регионов, оно очень серьезно, уже вышло на новый уровень, с нами считаются, да, за нами следят. Поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы наше кино дальше развивалось. По словам экспертов кино, в последнее время мировая киноиндустрия обратилась в быт и жизнь простых людей. Чем проще сюжет фильма и приземленность, тем интереснее зрителю. Думаю, что все-таки наша история нашего народа Саха интересен. И все-таки в мировом кино нужны какие-то новые тренды. Поэтому интересуется якутским кино. Моя задача, допустим, фильмы делать, где у меня есть свои идеи, и чтобы
что я сам интересуюсь именно вот своей, какой идеей, да, чтобы эта идея гореть и снять этот фильм, чтобы интересно было зрителям. Между тем, сами производители якутского кино не хотят фанатеть от всех этих почестей и не забывать о своих зрителях. В первую очередь фильмы производства так называемого «Made in Якутия» снимаются для региональных зрителей. Ведь именно благодаря им якутское кино сегодня стало феноменом для других стран и для Центральной России. И это большая ответственность, наверное, для нас. Нам надо сейчас не останавливаться, не смотреть друг на друга, да, там, кто лучше снимает, кто там, а я тут... То есть вот этого отношения у нас не должно быть. Нам надо сейчас быть единой командой и идти вперед. У нас сейчас впереди большая работа, нам надо подниматься наверх, делать качественнее, лучше. И самое главное, чтобы зритель в нас верил. Планы у якутских кинопроизводителей на этот год большие. Ожидается, что в этом году выйдет в прокат несколько кинокартин. Возможно, среди них найдутся фильмы, которые станут триумфаторами ряда кинофестивалей. Таким образом, якутское кино медленно, но верно получает признание жителей страны и стремится к международной киноарене. Дмитрий Тымыров, Павел Никифоров, Илья Сыромятников, Якутск. Якутянка Сардана Ушницкая покорила высочайшую точку африканского континента – вулкан Килиманджаро. Его высота 5895 метров над уровнем моря. Килиманджаро входит в список 7 вершин планеты и территориально находится в северо-восточной части Танзании. Восхождение на вулкан проходит в группе в течение 7 дней. Дистанции трекинга в среднем 12-18 километров в день или 6-8 часов. По статистике, до вершины доходят лишь 30% покорителей. Отметим, что предприниматель Сардана Ушницкая в прошлом году получила значок и удостоверение «Альпинист России». В копилке ее восхождений вулканы Камчатки, Баргузинский хребет в Бурятии. Кроме альпинизма, Сардана увлекается мото- и велоспортом, автопутешествиями и американским футболом. Молодцы. Очень тяжело, очень тяжело. Было сложно, было трудно, но мы это сделали. Эмоционально, физически. Всем пока. Мы теперь назад. Все, сейчас. Пока-пока. С чувством выполненного долга идем вниз. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маски и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.